Выплата компенсаций за изъятых свиней от населения начнется во второй половине марта. Сейчас профильное министерство принимает пакеты документов. 15 человек уже подали заявление о порядке возмещения ущерба. Министр сельского хозяйства подробно рассказал на встрече с общественниками поселка Верхняя Максаковка города Сыктывкара. Также руководитель ведомства объяснил, какие меры принимаются, чтобы не дать африканской чуме распространиться по всему региону. Елена Кононова следит за ситуацией. Сегодня из хозяйств, которые попадают в так называемую первоугрожающую зону, изъяли всех свиней. Туши животных находятся в специальных тоннарах. Сжигать их будут на бывшем полигоне для бытовых отходов за поселком Верхняя Максаковка. Территория круглые сутки под охраной специалистов. Сам участок специально оборудован по всем требованиям ветеринарных и природоохранных правил. При утилизации будут присутствовать контрольно-надзорные органы и противопожарная служба. А после всех процедур полигон рекультивируют. Самый такой важный момент. Уничтожение возможно только путем полной термического сжигания до зольного остатка. То есть кроме золы ничего не должно остаться. И пока не будет достигнут этот результат, утилизировать эти биологические отходы ни в коем случае нельзя. Изъятие здоровых животных у населения и сжигание – это вынужденная крайняя мера. Только так можно быть уверенным, что чума не пойдет дальше, говорят специалисты. Сегодня повышенная готовность даже в тех хозяйствах, которые далеко находятся от очага заражения. В Зеленецкой, например, строго следят за режимом питания свиней, качеством корма и физическим состоянием животных. На предприятии проводится дополнительная санобработка. Степень защиты наивысшая. Четвертый компартмент – это высокая степень защиты предприятия от заноса инфекции, самой инфекции на предприятии. Да, там нужно выполнить ряд условий. Это и наличие санпропускников, это наличие теплого дисбарьера, кормление свиней термически обработанными гранулированными кормами. Очень много всех условий, которые мы должны выполнить. На территориях, где объявлен карантин по африканской чуме, в течение года запрещается заниматься свиноводством. Тем, у кого из хозяйства изъяли животных, возместят ущерб уже во второй половине марта. Сегодня Минсельхоз принимает документы от населения. Как отмечает руководитель ведомства Денис Шаронов, в середине марта Комистат представит данные по средней цене за февраль, по которой свиньи продавались в живом весе. После того, как ведомство подведет финальную стоимость на основе статистики, республика и начнет выплачивать компенсации. Елена Кононова, Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.